Всем привет, друзья! Я сегодня на озеро выехал. Вода упала, и можно уже, наверное, рыбачить. Где-то даже там, по-моему, рыбак есть, ходит. Что-то не вижу его. Так на глаз вижу, а на камеру не попадается. Ориентир не могу найти. Все, нашел сейчас. Это у нас Василий Иванович. Все, зум не приближает. Все. Ну, портится картинка. Совсем ничего не понятно. Ни лица, ничего. Но кидает спиннинг человек. Птички поют. Хорошая погода так-то. Снег. Пару дней назад буквально снег был сильный, мощный такой. Выпал и держался, даже, наверное, задержался на 2 дня примерно. Сейчас вот так выглядит наше озеро, так выглядит наш мостик. В чем-то зум у меня вообще очень не фокусирует. Что с камерой случилось, что ли? Совсем фокус не берет. Василий Иванович там вот кидает спиннинг. Я не могу его лицо показать. Ну, еще раз, всем привет, друзья! Я сегодня выбрался на природу, так сказать, на свое любимое место возле реки. Вот там на заднем плане течет речка Нившира, не знаю, показывает или нет в кадре. Вода, ну, как сказать, половодья как такового в этом году у нас не было. Ну, что вот все, разлив такой большой или еще что-то, такого не было вообще. Начинал, уровень поднимался, потом резко все это похолодало дело, и уровень приостановился, а может даже к лучшему. Ну, желательно, конечно, чтобы вот эти озера, которые близ речки располагаются, озера маленькие, желательно, чтобы это все это как-то промыло. Ну, не каждый год у нас это получается. И на днях вот был снег, погода такая ужасная была. С огородными делами пока приостановились. И вот сегодня первый день, вроде как там Маша собирается немножко клубнику почистить, а картошку пахать. У нас участок очень сырой. И ждем пока, чтобы немножко хоть подсушилась земля. Потому что сейчас даже пахать очень сложно, чтобы там пласты нормально переворачивались. Вот. Посижу здесь, подышу свежим воздухом. Уже с осенью мечтал, ну, чтобы сюда приехать, посидеть, послушать пение птичек таких. Вот. Они поют. Ну, сорока громко слышно, а мелкие птички там, вот это самое. С утра тоже было так-то нормально, а сейчас что-то и тучи собрались, такие довольно-таки давящие. И ветер опять поднялся. Ветер такой не северный, но все равно неприятный. Когда еще едешь навстречу ветру, тоже холодновато такие. Вот. Посижу, погуляю, посмотрел свой мостик. Вроде бы стоит нормально. Просто мне дядя Ваня предупредил, что мостик немножко там, ну, повернуло.
Нет, вроде все нормально, там чуть-чуть там одна свая, наверное, приподнялась немножко. Ну, незначительно, вообще несущественно. Вот можно потом вот потеплеет, и мошкара будет играться над осокой. И можно уже начинать рыбачить, так сказать. Вот. Сейчас поснимаю еще речку нашу, послушаю, как говорил уже, птичек. Вообще клево так-то. Все равно, хоть я и живу в деревне, все равно в деревне не такой, ну, все равно там возле дороги еще там трактора ездят, еще там все равно и пыльно, и все равно есть такой, ну, дома, например, пластик, обшитый пластиком все. Сейчас редко где встретишь деревенские дома. В городе, наоборот, стараются делать у нас. Вот заметил такую тенденцию, да. В городе все стараются там делать там, ну, если дом строят, там все чистое из дерева, экологически чистый там. А в деревне что-то вообще стараются еще, наоборот, делать все из пластика, чтобы обшить сайдингом, чтобы как бы на ВК, что ли. И я такой же. Я не знаю. Окна пластиковые ставим, потом что там, обшиваем. Кухня у меня из пластика тоже. Нет бы там все сделать тоже экологически чистым, чтобы дышалось все нормально. Нет. Вот. Ну, как говорится, я продолжаю дышать свежим воздухом, а потом уже и поеду я и обратно там домой. Съездил еще к дяде Мише, он успел уехать, наверное, на рыбалку, и нету его, не было. Хотел с ним поговорить, давно его не видел. Вот. Ну и потом думаю, да, я съезжу, посмотрю свой мостик на озере, съезжу до речки, слава богу, тут дорога открылась, вода спала, как говорится, и все нормально. Лето, думаю, лето начнется у нас. Ну вот так у нас речка выглядит на данный период. Вот. Вот там уже остров, помните, там на видео, особенно с осени, здесь каждый год охотник шалаш строит. И вот этот остров уже виден, значит, вода уже как бы небольшая. Но будет еще не летняя, конечно, но сегодня вот сказали, что где-то сантиметров на 10 после вот снега и дождей прибыла немножко. Вот. Птички как поют, да? На обратном пути еще раз остановился возле озера. Вновь подписчикам скажу, что это озеро называется Вад-Покоми. Переводится, я не знаю как. Вад вообще-то это лесное озеро, так-то переводится. Но это почему-то так назвали. Хотя находится, вот, посмотрите, прямо вот, ну, как говорится, рядом с селом. Рядом с селом. Поэтому я сюда и мостик свой сделал. Потому что не надо далеко ездить. Мостик выдержал очередное наводнение. Вот не могу никак сфокусировать, что-то с камерой у меня случилось. А вон. Мостик выдержал очередное наводнение. Все нормально стоит.
Часто в комментариях спрашивают, какая рыба здесь водится. Рыба здесь щука, окунь, плотва. Не крупная. Потом попадается очень редко густера такая маленькая. Маленькая попадается. Вот. Озеро как подкова. Оно обходит вот этот островок там. Вот этот лесной островок. Как подкова. Озеро небольшое, но в свое время здесь очень много было рыбы. Очень много рыбы. Каждый здесь рыбачили, рыбачили сетями и удочкой. Потом была в аренде, наверное, года 3. Думали, там запрещали ловить сетями, только на удочку ловили. И думали, что будет там рыба, будет крупная. Что-то ничего такого не произошло. А в этот год еще, замор был зимой. Я не знаю, что там. Есть какая-то рыба, осталась или нет. Ну, есть, конечно, будет. И все равно мелкая это все равно будет. От чего зависит? Потом тут еще рядом потом совхозное поле же. И вот прямо вот тут вот сюда и навозы увозят на это поле. Может из-за этого, может из-за чего. Ну, короче, рыба не очень ахти, что прям вот, чтобы от души порыбачить тут не получится. Ну, а для меня с мостика, для моей души хватит. Ну, чисто удовольствие получить, посидеть, подышать свежим воздухом, посмотреть такую красивую природу. Это всегда плюс для внутреннего мира, так сказать. Вот. Короче, я еду обратно, друзья, домой. И вот так решил остановиться. Я уже во дворе, друзья, на огороде стою. И вот у нас после снега, я же говорил, что там потоп. Видите, там в борозде сколько воды еще. Маша там занимается. Маша, привет! Всем привет. Не слышат, наверное, тебя. Помаши ручкой. Всем привет. Говорит, всем привет, если не слышали. Занимается клубникой. Более-менее тут вот она там, грядка такая приподнятая, и этим занимается, убирает там. Буквально вчера растаял снег, только-только. Не вчера, позавчера, да? Позавчера растаял, давайте. Позавчера только снег, вот, который падал, растаял. Ну, там с чесноком все нормально, ничего с ним не случилось, растет. Клубника тоже ничего. Ну, как таковых сильных заморозков не было, поэтому, наверное, давай. Чисто снег не очень там. Нарцисс там вообще живой, нормально себя чувствует. Вот. И вот пахать тут участок прям даже вообще не хочется. Там вот возле дороги участок, ну, наверное, скорее всего, вот возле дороги там сухо. Там сухо, там песочек такой, где живет проволочник. Вот этот участок, наверное, скорее всего, будем пахать скоро. А этот вот уже июнь на дворе, Маша, а так и не получается у нас ничего начинать. Скоро июнь на дворе уже. Не, ну, впереди прогноз погоды, теплая погода, но с дождями, которые нам не нужны так-то вообще. А я съездил, Маша, да, немножко остыло возле речки, там ветер все равно продувает. А потом думаю, да, я обратно домой поеду. Что потом там делать? Рыбачить там пока еще рановато чуть-чуть. Надо, чтобы тепло было и чтобы мошкара заиграла. Только после этого будет рыба ловиться. Если ловиться будет. Ну вот, Маша там клубнику чистит от сорняков. Подготавливает. Ну, у нас клубники немного, просто чтобы чисто ради там с молочком покушать. Без всяких там. Видишь, Маша укрылась, потому что ветрено и холодно, прохладно. Я тоже буду потом домой заезжать.
Вот так. Ладно, друзья. Все на этом. Вот такие тучи на небе тяжелые. Вроде бы как бы весна, лето уже на носу, а все время там дожди. Вроде бы с утра очень прекрасный день начинался, а потом все, бац, и все опять. Ладно. А, вот тепло было.